Каждый день в мире люди съедают около 9 миллионов буханок хлеба. Конечно, цифра астрономическая, и примерно столько же выпекает один хлебокомбинат в Башкортостане. Правда, на это у него уходит почти 1,5 года. Конечно же, флагман предприятий, который относится к Башпотребсоюзу здесь, в Кармаскалинском районе, это хлебокомбинат. Только представьте, каждые сутки здесь выпекают порядка 20 тысяч буханок. Впрочем, кроме хлеба, тут выпекают и другие мучные изделия. Ассортимент солидный. Все-таки предприятие известно далеко за пределами района. При этом не стоит на месте и постоянно развивается, модернизируя производство. Совместно с Башпотребсоюзом, так скажем, было принято решение построить данный хлебокомбинат. Она действует с 2012 года, 10 лет уже. То есть мы более современные такие методы используем. Это как раз-таки одно из направлений сотрудничества с Башпотребсоюзом. Но дело не стоит только за модернизацией производства и приобретением новых агрегатов. Потребительская кооперация помогает решать целый ряд различных задач. Главная задача именно в производстве. Производство получается помочь в разработке ассортимента продукции и помочь в реализации продукции. Кстати, Кармаскалинский хлебокомбинат – это еще и кондитерские изделия, выпечка, сладости и печенье на любой вкус. При этом все это не пылится на прилавках магазинов, а всегда находит своего покупателя. В этом гастрономе узнать продукцию Башпотребсоюза можно по ценникам. Они специально выполнены зеленым цветом и стоят на самом видном месте. Все-таки главная их особенность – это производство в республике. И то, что сделаны они из качественных и проверенных продуктов. Чтобы продукция долго сохранилась, мы используем шоковую заморозку. Чтобы перечислить все продукты, которые делают в потребительских кооперативах Кармаскалинского района республики, нужна отдельная программа. Ассортимент очень большой. Но самое главное, что производители не собираются останавливаться на достигнутом и постоянно наращивают темп производства. Участвовали в гранте, получили 3 миллиона денег. На эти средства купили мы оборудование и приобрели автомобиль. И также производим пельмени наши свои, манты, голубцы, лапшу домашнюю. Система потребительской кооперации – это не просто предпринимательская деятельность. Это, можно сказать, коллективное производство, переработка, бухгалтерия, управление и реализация. У нас есть довольно-таки большое количество личных подсобных хозяйств, которые производят те или иные виды сельхозпродукции. Но на сегодня структура торговли такова, что у нас на сегодня большую часть ритейла представляют крупные либо федеральные, либо транснациональные корпорации, у которых есть определенные правила работы с ними. Это по качеству производимой продукции, по упаковке, по объему, по сопровождению этой продукции. И естественно, что небольшим личным подсобным хозяйствам довольно-таки сложно, практически невозможно своей продукции попасть на полку сетевого ритейла. Так вот, именно кооперация нескольких таких хозяйств позволяет объединить товар по качеству, по количеству, сохранить данный товар, используя общие единые управленческие процессы, минимизировать затраты и уже стать за счет объединения таким большим поставщиком продукции и уже за счет именно этого объединения работать в том числе и с крупным федеральным ритейлом. Сейчас основное направление для развития Башпотребсоюза – это активация деятельности в розничной торговле. За 2 года планируется удвоить показатели. Если сейчас в системе около 600 магазинов, то к 2024 году их планируется увеличить до 1000. Но это еще не все. В планах создания своего бренда с единым управленческим процессом, чтобы магазины стали более конкурентоспособными. Считается, что здесь, в Бакалинском районе, находится одно из крупнейших предприятий системы Башпотребсоюза. Чтобы вы понимали, на территории одного хлебокомбината находится целый ряд различных производственных цехов. К примеру, здесь готовят полуфабрикаты, колбасу, кондитерские изделия, консервы, соусы, даже лимонад разливают. Проще сказать, чего здесь не делают.
Но давайте обо всем по порядку. Вот, к примеру, колбасный цех. Она тут и копченая, и вареная, есть сосиски, есть сардельки. Выбор, как говорится, на любой вкус. И при этом сделано все из натурального мяса. А вот конвейер с лимонадом. Разливают его здесь же, на предприятии. И, как видно, объем очень даже солидный. Соседний цех и новое производство. На этот раз соус варят и упаковывают его здесь же. Состав только натуральные продукты от собственников подсобного хозяйства района. Ну как обойтись без выпечки на хлебокомбинате? Прямо сейчас здесь делают пироги со сладкой начинкой. Кстати, ягоды здесь тоже от местных производителей. Впрочем, как и мука. Это и есть система Башпотребсоюза, когда практически все сделано из продуктов, которые выращены или произведены в Башкортостане. Для производства консервной продукции мы закупаем с личной подсобное хозяйства все это сырье. Сырье перерабатывается у нас производство, да. И произведенные продукции мы в основном реализуем по своей системе Башпотребсоюза. Но все же производство – это только полдела. Товар еще нужно реализовать и здесь, в Бакалинском районе. Точно так же, как и в Кармаскалинском, есть свои магазины для продукции Башпотребсоюза. Ольга Филимоновна, нельзя не отметить, что здесь в гастрономе представлена такая обширная линейка различной продукции системы Башпотребсоюза. Да, давайте попробуем почитать. Во сколько нам обойдется набор продуктов, скажем, на неделю? Мы можем здесь их набрать? С чего можем начать? Да, абсолютно. Вот давайте мы видим здесь вот хлебная полка. Самый основной продукт – это у нас хлеб. На сегодняшний день очень хорошо пользуется хлеб бездрожжевой. Производство хлебокомбинат. Берем эту булку хлеба. Давайте. Вместе с председателем правления местного потребительского общества Ольгой Мищенко мы попытаемся разобраться, насколько доступны продукты, представленные в магазинах, которые сотрудничают с предприятиями системы Башпотребсоюз. Очень хорошо у нас популярно, очень пельмени производства общепит, домашние пельмени. Во-первых, здесь идет основное сырье, это мясо свинина, мясо говядина, вот именно которые мы закупаем. Мы можем взять, значит, маленький развес 0,7 домашние пельмени или 400 кг, вот большой развес, можно взять весом. Как видно, в одном месте можно найти самые популярные продукты. Выбор очень большой. Мы наполняем корзинку, как говорится, с запасом, не отказывая себе ни в чем. Чуть позже на кассе узнаем, во сколько нам обошлись продукты. Оказалось, что сумма составила около 3000 рублей, но если обратить внимание, то видно, что продуктов удалось набрать с запасом значительно больше, чем на одну неделю, и в основном это мясные товары. Как считаете, сумму кусачая? Сумма вполне реальная. Вполне реальная. И еще надо учитывать, что это экологически чистый продукт, что здесь без всяких добавок все это наше местное натуральное производство. Кстати, система Башпотребсоюз – это не только производство и точки сбыта. Продукция представлена и в системе общественного питания, например, в кафе. Одним словом, потребительская кооперация – это многоуровневая система, которая с каждым годом увеличивает темпы развития. Конечно, у нас есть планы не только по увеличению товарооборота по всем направлениям вида деятельности Башпотребсоюза, но и в том числе по привлечению новых членов. Это как непосредственно пайщиков, так и создание новых потребительских обществ во всех направлениях. Ну, конечно же, в первую очередь, наверное, это социальное питание, да, потому что там у нас задача как раз не только повысить качество, но и увеличить представленность товаров местного производства. Именно как раз через систему кооперации мы можем создать систему, когда у нас личное подсобное хозяйство, объединяя свои объемы производств, смогут попасть как раз на полку школьной столовой. То, что потребительская кооперация не стоит на месте, можно понять, глядя на то, как в республике появляются новые предприятия. Одно из них в Кушнаренковском районе. Сейчас здесь еще узнаются черты автомастерской. Вон, боксы, гаражи, даже надпись осталась. Покраска и кузовные работы. Но это все до весны. В скором времени здесь появится совсем новое предприятие. Центр по переработке дикорастущих растений и ягод.
Здесь планируется перерабатывать дикоросы. Это дикорастущие полезные растения, которые используют в пищу или для производства лекарственных средств. Сейчас предприятие еще на стадии ремонта, но этим летом здесь примут первый урожай. Хочу вас познакомить с нашим новым предприятием. Это центр переработки Столыпино и помещение, в котором мы сейчас делаем ремонт и планируем его открыть уже в мае месяце. Это помещение будет у нас лаборатория, где мы будем делать анализы нашей продукции. Каждый кабинет будет отвечать за свою часть производства. Это не тот случай, когда дикоросы просто собрали, засушили и пустили на реализацию. Для этого их нужно еще обработать и подготовить. Вот так вот она в таком состоянии выходит после сушки. И с помощью нехитрого приспособления товарный вид ее вот такой. Что касается выбора, то в республике достаточно широкий ассортимент разнотравия, чтобы составить конкуренцию с соседним регионам. Башкирия обладает уникальными природными территориями, с уникальным климатом и чистой экологией, поэтому мы собираем травы, дикорастущие ягоды, такие как красная рябина, черная рябина, шиповник. Это все собирается сборщиками и заготпунктами Башпотребсоюза. Мы принимаем все это и перерабатываем, упаковываем, сушим. На сегодняшний день в системе Башпотребсоюз работают 127 потребительских обществ и 13 тысяч пайщиков. Но в планах Министерства торговли Республики увеличить эти показатели, и в первую очередь в этом заинтересованы собственники личных подсобных хозяйств. В первую очередь выгода это, конечно, для небольших фермерских хозяйств. Потому что именно консолидация объема позволяет им оптимизировать свои затраты на финансово-хозяйственной деятельности, консолидация неких там управленческих процессов и тем самым завоевывать внешние рынки сбыта. Подводя итог, можно сказать, что Башпотребсоюз – это система с большим потенциалом, которая сейчас находится под пристальным вниманием, ведь она способствует прогнозированию ценообразования на продукты, обеспечению роста налоговых отчислений в региональный бюджет и, что не менее важно, появлению новых рабочих мест в регионе.